Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске с начала текущей недели зарегистрировано 3 эпизода мошенничества. Так, 36-летний местный житель разместил объявление о продаже кровати по цене 10 тысяч рублей на одном из популярных сайтов объявлений. На следующий день ему позвонил мужчина и сказал, что желает приобрести товар. Однако произвести наличный расчет он не может, только перевести на карту. Потерпевший продиктовал ему номер своей банковской карты и коды подтверждения операций из СМС-сообщений. В итоге у него было похищено 7 тысяч рублей. В другом случае жительнице Якутска поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что зафиксирована попытка снятия 13 тысяч рублей с ее карты. Он попросил женщину сообщить ему коды подтверждения, а также CVV-код банковской карты, якобы для того, чтобы обезопасить ее деньги от несанкционированных операций. Ничего не заподозрив, она продиктовала требуемую информацию, после чего потерпевшая обнаружила, что с ее счета списаны 30 тысяч рублей. Мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых граждан. Так, жительнице Якутска поступил звонок на домашний телефон. Неизвестный мужчина представился врачом одной из клиник страны. Сначала он спросил о ее медкарте, затем передал трубку якобы своей коллеге, которая представилась лечащим врачом и сообщила потерпевшей, что результаты ее анализов очень плохие и женщине требуется лечение. Лжеврач сразу же предложила за определенную плату помощь в постановке на учет в хорошей клинике, расположенной в Омске. Поверив словам злоумышленников, потерпевшая направилась в один из торговых центров города и перечислила 85 тысяч рублей на счет, указанный звонившими, после чего лжеврачи перестали выходить на связь. В Мирнинском районе полицией раскрыта кража шкатулки с золотыми украшениями. Пострадавшая рассказала полицейским, что в ее квартиру незаконно проник неизвестный и похитил шкатулку с золотом. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил около 70 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Амурской области. В день происшествия несовершеннолетний ребенок потерпевшей, выходя из дома, забыл запереть дверь. Этим и воспользовался подозреваемый. Он проник в квартиру и похитил оттуда шкатулку с золотыми изделиями. Похищенное имущество сдал в ломбард, выручив около 15 тысяч рублей. Деньги потратил на спиртное и продукты питания. Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении закупок. По результатам установлены факты мошенничества и ограничения конкуренции со стороны руководителей коммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики при заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Общая сумма государственных контрактов, заключенных с представителями картеля и их аффилированными лицами, составляет около 3 миллиардов рублей. Согласно материалам проверки прокуратуры, имеют место многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные цены. При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктами А, В части 2 статьи 178 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время следственно-оперативная группа с привлечением специалистов Управления по борьбе с картелями ФАС России проводятся обыски в коммерческих организациях, входящих в картель, а также в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. В Грузии задержаны 2 мужчин, которые пытались продать 40 граммов радиоактивного урана-238 почти за $3 миллиона. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Подробности в репортаже наших коллег. Сотрудники службы государственной безопасности Грузии в понедельник задержали в курортном городе Кабулете на западе страны 2 мужчин за попытку сбыта радиоактивного материала. Следствие установило, что упомянутые люди планировали продать ядерный материал за $2 800 000. Объект, изъятый у задержанных в результате обыска, прошел экспертизу, которая показала, что он весит 40,19 грамма и содержит радиоактивный изотоп урана-238. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Имена мужчин не называются. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.